Үтө күнүнен күндү көрәчләр бит. Ырыагылланар кохоңго кохуллар ытык аммаһириттен барыгытыгар уруй айхал болохтун. Сака херин сүлүн каналларыгар жулур, спорт адаптивны көрүннәргәр спартакиада үрүлә кахыллытын серин тумын бу эфирге көрөбүт. Приветствуем всех телезрителей со стадиона АМГА «Олимп». На главных телеканалах Якутии начинается прямая трансляция церемонии открытия 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур», которая посвящена столетию образования физкультурного движения в Якутии. У микрофона Михаил Сергеев и Ларина Сукуева. Спартакиаду по адаптивным видам спорта «Джулур» этого года проводит Амгинский район. В 2019 году АМГА зарекомендовала себя как один из спортивных центров республики, успешно организовав спартакиаду народов Якутии. Поэтому в том, что соревнования пройдут на высшем уровне и каждому участнику и гостю будет уделено должное внимание, уверены на все 100. На 14-й спартакиаде участвуют 24 команды. По данным Министерства спорта, общее количество участников составило 1096 человек. В частности, 825 спортсменов, 63 тренера и 208 представителей и сопровождающих, а также 85 судей, 100 волонтеров и около 125 организаторов. Спартакиада проводится по распоряжению главы Якутии Айсена Николаева в целях развития адаптивных видов спорта, физкультурно-оздоровительной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропаганды здорового образа жизни. Но основная цель спартакиады – это объединение спортсменов республики по адаптивным видам спорта под флагом честной и конкурентной борьбы, ну и, конечно же, дружбы. В 2022 году была разработана концепция спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта. И данная концепция является сводом положений, правил и разъяснений, утвержденных правительством нашей республики. Концепция регламентирует и определяет условия проведения и идеи спартакиады, руководствуется основополагающими принципами Олимпийской хартии. Виды спорта, включенные в программу спартакиады по адаптивным видам спорта, являются соревнованиями в индивидуальных и командных видах спорта. Период спартакиады изменился раз в 4 года, и появилось название «Джулур». В переводе с якутского языка означает «стремление». Соревнования проводятся по 3 группам. Участники соревнуются по следующим видам спорта. Для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата организованы соревнования по волейболу сидя, легкой атлетике, шашкам, настольному теннису. Спортсмены с нарушением зрения по голболу и легкой атлетике, атлеты с нарушением слуха выявят сильнейших в легкой атлетике, пулевой стрельбе, настольном теннисе и шашкам. Забеги легкоатлетов проходят на стадионе АМГА «Олимп». Соревнования по волейболу сидя и шашкам запланированы в многофункциональном спортивном зале имени Николая Захарова-Сахача. В спортивном комплексе «Дружба» пройдут соревнования по настольному теннису. В селе Чапчелган в спортивном зале средней школы имени Лобанова этого села состоятся соревнования по пулевой стрельбе. А в селе Битюнцы в многофункциональном спортивном зале для адаптивных видов спорта соревнования по голболу. И тут хотелось бы задать вопрос нашим телезрителям и тебе, Михаил, да, вот что означает голбол, хотя вот такое слово голбол похоже на слово гандбол. Гандбол, может да. быть, даже футбол. И не просто эти слова похожи, потому что правила немножко идентичны. Там тоже нужно будет забивать в ворота мяч Соперника. Руками, да. И я вот узнала, что этот вид спорта придумал австриец Ганс Лоренсен и немец Зеб Райндли еще в 1946 году. И он создан для того, чтобы помочь солдатам в реабилитации потерявших зрение во время Второй мировой войны. И вот как мы говорили, да, про гандбол, да, тут основной принцип игры схож, нужно забросить как можно больше мячей в ворота соперника. Но уникальность этого вида спорта заключается в том, что мяч, он весит, во-первых, 1 килограмм 200 грамм, а внутри него находится колокольчик. Во-вторых, участники, спортсмены должны забросить в ворота, они невысокие, длинные. И получается, как бы мяч не забрасывают, а закатывают в
Ворота. Ворота, да. И в-третьих, самое интересное, уникальное, наверное, принцип этой игры в том, что у всех игроков светонепроницаемые очки, поэтому эту игру называют игрой на ощупь. Мяч увидеть нельзя, его можно только услышать. Ну, тогда эти соревнования, наверное, проходят в абсолютной тишине. Да, и мы слышим только звук колокольчика. Да, это, конечно, очень сложно. Тут должен быть, конечно, очень такой слух внимательный, чтобы угадать, откуда в твои ворота летит мячик. Да, не зря судьи этой спартакиады называют этот вид спорта довольно-таки сложным. Играют в голбол 3 на 3, плюс каждая команда может иметь 3 запасных. И у каждого игрока есть свое амплуа. Центральный, левый крайний и правый крайний. Матч длится 2 тайма по 12 минут. И в случае ничьей игры предусмотрены 2 овертайма по 3 минуты до золотого гола. Я думаю, что это очень любопытное зрелище. Нужно обязательно сходить на голбол. Вчера состоялись предварительные игры, а полуфинальные и финальные состязания по голболу состоятся 15 и 16 июля. Напомним, все проходит в многофункциональном спортивном зале для адаптивных видов спорта в Бютюнцах. Так что приходите, если вы находитесь сейчас в Амге на спартакиаде. Да, но те, которые не приехали в Амгу, они могут, конечно, наблюдать за ходом соревнований на нашем канале, на Якутия-24, НВК Саха и Мамонт, в выпусках новостей, наши ежедневные дневники, где мы, конечно, рассказываем о ходе всех соревнований. Я вот еще хочу сказать про голбол. Это один из видов спорта, которому нет аналогов на Олимпиаде. В том числе и ботче. Есть тоже такая вот любопытная игра, в которой, в принципе, может сыграть каждый. Она похожа на керлинг, но там играет мячиками. Основной принцип ботче – это нужно разместить мячи как можно ближе к цели. Ну вот на керлинг похож. На спартакиаде по адаптивным видам спорта Джилур этот вид спорта пока не представлен. Я думаю, что на 15-й спартакиаде о ботче заговорят уже серьезно. Да, мы, конечно же, ожидаем это соревнование, потому что мы уже знаем, что где пройдут следующая спартакиада по адаптивным видам спорта. Это в Вилюйском районе. Проведение спартакиады по адаптивным видам спорта Джилур позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя, проявить свои лучшие качества, ведь каждый из участников является ярким примером целеустремленного, решительного человека, который дает нам основания верить в жизненные ценности, вдохновляет и мотивирует становиться лучше. Основной резервный состав сборных команд России по паралимпийским и сурдоолимпийским видам спорта от нашей республики вошли 48 спортсменов. Из них 14 детей с нарушением слуха, 24 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 20 и с нарушением зрения 4. Ну вот прямо сейчас на арене Амгали начинается церемония открытия 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта Республики Саха-Якутия Джилур, в котором, конечно же, участвует глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев и многие приглашенные почетные гости. А мы хотим сообщить нашим зрителям, что церемонию открытия готовили с апреля месяца. Здесь участвуют около 600 местных жителей, представителей художественной самодеятельности. Вот мы наблюдаем, как идет в трибуне глава республики в окружении наших именитых спортсменов, которые представляют нас на паралимпийских, сурдолимпийских играх. Сергей Васильевич Местников. Вот, Михаил, ты сказал, что более 600 человек готовились, да, к спартакиаде. Из них, ну, наверное, в это число, скорее всего, не входят волонтеры. Их 100 человек. Их можно легко узнать. Они одеты в ярко-зелено-синюю форму. Волонтеры – это молодые люди от 16 лет. Все они представители Амгинского улуса, жители Амгинского улуса. И работают на всех объектах, где проходят соревнования спартакиады. Так что телезрители, участники, гости спартакиады могут смело к ним обратиться за помощью. Они обязательно вам подскажут, где что находится, и так далее.
Ну вот мы видим, как вместе с главой к трибунам идут двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр по стрельбе из лука Степанидар Тахинова, серебряный призер 14 Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Полынец, серебряный призер 13 Паралимпийских игр по плаванию Анастасия Диадорова, участник 16 Паралимпийских летних игр по волейболу сидя Алена Дмитриева, двукратный серебряный призер, бронзовый призер Сурдлимпийских игр по греко-римской борьбе Юрий Копытов, серебряный и бронзовый призер Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Прокопий Николаев, чемпион 23-х Сурдлимпийских игр Василий Стрекаловский, ну и, конечно же, заслуженные тренеры России, Республики Саха-Якутия – это Петр Давыдов, Василий Стручков и Борис Федоров. На стадионе сегодня собралось немало зрителей. К сожалению, вчера из-за погодных условий было принято решение перенести открытие. Ну, сейчас в Амге температура воздуха 17 градусов тепла. Комфортная погода. Слава богу, дождя нет. Надо отметить, что в программу 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур» включены не только спортивные состязания, но и культурная программа, в том числе различные концерты. А вот если говорить о спорте, то в рамках спартакиады включено проведение мастер-классов по стрельбе из лука и настольному теннису. Например, стрельбу из лука Степанидар Тахинова проведет мастер-класс. Мне кажется, это будет любопытное зрелище. Всем тем, кому интересен этот вид спорта, может поучаствовать в этом мастер-классе. И эти мероприятия называются «Паралимпийский урок». Вот они уже с сегодняшнего дня стартовали в Амге. Мне кажется, не только самим спортсменам, но и жителям, гостям Амги будет очень интересно посетить вот эти мастер-классы. А между тем, общекомандный итог спартакиады будет выводиться по 3 группам улусов. Первая группа, в нее входит 8 команд. Это Алданский, Вилюйский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Нюрюнгринский, Алекминский, Хангаласский районы и город Якутск. Во второй группе попали 9 команд. Это Амгинский, Верхневилюйский, Ленский, Намский, Нюрбинский, Сунтарский, Татинский, Усть-Алданский и Чурапчинский улусы. В третью группу попали северные улусы. 19 команд. Это Абыйский улус, Алайховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Горный, в том числе Жатай у нас в этой же группе, а также Жиганский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Аймеконский, Оленекский, Среднеколымский, Тампонский, Усть-Майский, Устьянский, Эвено-Батантайский районы. 19 команд, но многие северные, особенно районы, представляют немногочисленное количество спортсменов, поэтому вот звучит как будто бы много, на самом деле спортсменов не очень много в этой группе. Соревнования продолжаются уже 3-й день на Амгинской земле. Участники, конечно же, все волнуются вместе с ними и тренеры, судьи, ну и, конечно же, жители, хозяева, организаторы Амгинского района. Ежегодно в Республике по адаптивной физической культуре и спорта проводится свыше 70 спортивных мероприятий, по результатам которых лучшие спортсмены успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях. На сегодняшний день в основной и резервный состав, вот, как уже и говорили, от республики вошли 48 спортсменов, из них по спорту глухих 24 спортсмена, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 20 спортсменов и по спорту слепых 4 спортсмена. И у нас уже на сегодняшний день есть победители по итогам вчерашнего первого соревновательного дня. Вчера проходили забеги легкой атлетики на дистанцию 100 метров, а также пулевая стрельба среди женщин. Например, вот в легкой атлетике 100 метров. Тут, кстати, надо отметить, да, дорогие телезрители, что этот вид спорта в Паралимпиаде представлен в 2 категориях – стоя и сидя. Так, например, на дистанции 100 метров стоя среди мужчин первое место одержал Ибрагимов Роман, представитель Кобяйского улуса, на 2-м Попов Антон из Вилюйска и на 3-м месте Самсонов Анатолий, Нюрбинский улус.
В 100-метровке стоя среди женщин первое место за Наумовой Варварой, она из Горного Улуса. На втором месте Никифорова Алена, Сунтарский Улус. И на третьем Кычкина Кюней из Чурапчи. 100 метров сидя мужчины. Захаров Джалустан из Якутска. Он одержал победу, первое место. Сорский Михаил, Нюрбинский Улус на втором месте. И Семенов Семен из Горного на третьем месте. 100 метров сидя женщины. Первое место у Егоровой Лилии из Якутска, а второе место у Николаевой Аллы, Вилюйский Улус. И третье место Данилова Агафья, Сунтарский Улус. 100 метров сидя мужчины. Первое место Жангиров Ринат, Хангаласский район. Второе место Евграфов Григорий, Чурапча. И третье место Савинов Николай, Нюрбинский Улус. И 100 метров сидя женщины. Первое место Яковлева Нюргуяна, Нюрбинский. Второе место Матвеева Русанда, Вилюйский Улус. И третье место Томская Аина, Верхневилюйский Улус. Мы поздравляем победителей. Также 100-метровки стоя среди мужчин Устьялданский Сарглан Семенов, первое место. На втором месте из Булунского района Захар Черкашин. Стоит отметить, что он единственный участник из Булунского района. И на третьем месте Верхневилюйский Александр Потапов. По легкой атлетике в спорте глухих на 100-метровке среди мужчин первое место одержал спортсмен из Жиганского района Альберт Петров. На втором месте тоже из Жиганска Петр Степанов. И на третьем месте представитель Намского района Евгений Махначевский. В 100-метровке среди женщин из Якутска на первом месте Татьяна Бурьим. На втором месте из Амгинского района Екатерина Сивцева. И на третьем месте из Верхневилюйска Сарглана Черяева. В легкой атлетике в спорте слепых среди мужчин в 100-метровке они бегают Сопровождающим, да. Сопровождающим, со Поэтому своими там лидерами, да. На первом месте из Мегино-Кангаласского района Константин Шишигин со своим лидером Георгием Романовым. На втором месте из Вилюйска Василий Каратаев со своим лидером Василием Чабыевым. И на третьем месте из Чурапчинского района Петр Елисеев со своим лидером Василием Филипповым. В 100-метровке среди мужчин, это в спорте слепых, на первом месте из Верхневилюйска Александр Гордеевич. На втором месте из Чурапчинского района Алексей Васильский. На третьем месте из команды города Якутска Дмитрий Савин. В 100-метровке среди женщин, на первом месте из Верхневилюйска Кюней Васильева. На втором месте из Жиганского улуса Аина Баекова. И на третьем месте Мегино-Кангаласский улус Людмила Пахомова. Также были выявлены победители по пулевой стрельбе. Там победу одержала спортсменка из Среднеколымского района Олеся Слепцова. На втором месте из Тунтарского улуса Сабия Иванова. И на третьем месте из Вилюйского улуса Надежда Алексеева. Напомним, что всего в спартакиаде участвует 825 спортсменов. В категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата заявлено 477 спортсменов. Среди спортсменов в спорте глухих 177 и в спорте слепых 171 спортсменов. 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия. Зрителей, гостей спартакиады приветствуют талисманы спортивных игр народов Якутии. Как вы Седьмые помните, по счету, которые проходили в 2019 году. А вот и талисман 14-й спартакиады по адаптивным спорта Джулур. Это Гора. Почему, собственно, организаторы решили придумать вот такой символ гора? С чем это связано, Михаил? Ну, конечно же, Амга известна вот таким сакральная гора в Амге, это Харамахаята. И вот этой горе, конечно, будет и посвящено и музыкальное представление. Ну и, конечно же, это прообраз Харамахаятан, насколько я правильно понимаю. Он символизирует стойкость, мужество и силу воли. Покорение вершины горы означает, конечно же, покорение всех жизненных препятствий. Другие символы спартакиады, как мы уже сказали, это капелька, это символ прекрасной реки Амга, цветок сардана. Ну, все мы знаем, что
в Амге растет очень много такого прекрасного растения. Земляника. Каждый житель Якутии подтвердит, что самым земляничным улусом является именно Амга. Ну и пшеница. Ну а вот прямо сейчас мы, конечно же, радостно приветствуем участников, спортсменов, команды из улусов, районов республики, которые принимают активное участие на 14-й спартакиаде по адаптивным видам спорта Джулур. Так, парад спортсменов у нас возглавляет колонна Судей. Колонна судей, да. Вот мы и наблюдаем судей. И Возглавляет колонну Николай Гаврилович Цыпандин, судья первой категории. ну и следом за ним его заместители. То есть у нас участвуют Ариан Егорович Тарасов, Максим Валерьевич Скупой, Юна Николаевна Назарова, Сергей Алексеевич Бандеров, главный секретарь Марьяна Ивановна Васильева и председатель апелляционной комиссии Семен Иннокентьевич Говоров. Далее следует за командой судей команда Алданского района. Так это у нас идет, пока идут организаторы студий по видам спорта. Их, конечно, уже очень много. Мы желаем всем судьям удачи. Будет, конечно, очень сложно, поскольку у нас даже по легкой атлетике есть сложности в оценке. И там считают аж даже посекундно и фиксируют по фото. Поэтому у судей тут очень ответственная работа. Вот мы наблюдаем. Теперь перед нами и Алданский район. Золотоносный Алдан славится своими спортивными достижениями на российском и международном уровнях в борьбе самбо, дзюдо, лыжном спорте и пауэрлифтинге. Кстати говоря, команда Алданского района на спартакиаду привезла 10 спортсменов. Перед нами команда Булунского улуса. Тут один участник, это Захар Черкашин. Мы напоминаем, что он вчера по легкой атлетике завоевал серебряную медаль. Поздравляем Захара. Легкая атлетика, дистанция 100 метров. Верхневилюйский район. Руководитель, председатель районного совета депутатов Николай Николаевич Николаев. Представители Верхневилюйского района уже завоевали медали. 2 золотые и 3 бронзовые медали вчера по легкой атлетике. Это Александр Гордеевич, Кюней Васильева, Аина Томская, Сарглана Черяева и Александр Потапов. Мы поздравляем участников. Всего у Верхневилюйского улуса 13 спортсменов. А это команда Верхоянского района, руководитель начальника управления спорта Верхоянского района Василий Васильевич Стручков. Верхоянцы молодцы. Как известно, богат спортивными традициями Верхоянский район. Отсюда вышли знаменитые борцы, мастера спорта международного класса, призеры чемпионатов мира, Европы, СССР по водной борьбе, рекордсмены Якутии по национальным прыжкам. Перед нами команда Вилюйского улуса. Многочисленная команда, например, на спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вилюйцы привезли 36 спортсменов. Вот молодцы, вилюйские спортсмены уже завоевали 4 серебряные медали и 1 бронзовую. Так, по легкой атлетике Антон Попов, Алла Николаева, Рустанда Матвеева, Василий Каратаев с лидером Василием Чабыевым. И по пулевой стрельбе Надежда Алексеева, бронза. Желаем удачи команде Вилюйского района. И мы встречаем команду Горного улуса. Руководитель делегации, глава муниципального района Никита Викторович Андреев. Улус, конечно же, славится семьей Кантоевых, которая является достоянием всей республики, как единственная семья, вырастившая 3 чемпионов мира. И на этой спартакиаде спортсмены из Горного улуса привезли 65 участников. Например, в спорте лиц спода 26 спортсменов. Довольно-таки много. Да, и по легкой атлетике они уже имеют в своей копилке 1 золотую медаль. Это Варвара Наумова. Вчера завоевала 100-метровке 1-е место. Перед нами команда
Жиганского улуса команду возглавляет председатель общества инвалидов, депутат Наследного совета Жиганский национальный Эвелькинский район Айталина Романова. 13 спортсменов на спартакиаде представляют Жиганский улус. У Жиганского улуса в копилке уже 3 медали, 1 золотая и 2 серебряных. Золотая по легкой атлетике, они все получили, да, Альберт Петров. И 2 места Петр Степанов и Аина Баюкова. Перед нами команда Кобяйского улуса. Команду ведет первый заместитель главы муниципального образования Кобяйский улус Александр Сидорович Сивцев. У Кобяйского улуса 8 спортсменов на этой спартакиаде. И они уже успели завоевать 1 золотую медаль. Это Роман Ибрагимов по легкой атлетике. А мы приветствуем команду Мегино-Кангаласского улуса. Руководитель глава муниципального образования Мегино-Кангаласский улус Дмитрий Иванович Тихонов возглавляет команду. И дружно вступают в стадион Амкалип. Тоже многочисленная сборная. 63 спортсмена прибыла на спартакиаду. Например, вот только вот в спорте слепых участвуют 13 спортсменов, а в спорте глухих 9, а с поражением опорно-двигательного аппарата 29 человек. Мегельцы уже завоевали 2 медали, 1 золотую медаль по легкой атлетике Константин Шишигин со своим лидером Георгием Романовым и Людмила Пахомова в 100-метровке бронзовая медаль. А это команда Мирнинского района. Руководитель, председатель комитета по физической культуре и спорту Мирнинского района Любовь Михайловна Деева. Мирнинцы привезли на спартакиаду 26 спортсменов. Так, 4 спортсмена участвуют в спорте слепых, 7 спортсменов в спорте глухих и 9 в спорте с поражением опорно-двигательного аппарата. Желаем удачи спортсменам Алмазного края России. Перед нами Намский улус, руководитель глава муниципального района Намский улус Юрий Никентьевич Слепцов со своими спортсменами. Одна из многочисленных команд на этой спартакиаде, целых 91 спортсмен. И, например, вот в спорте слепых участвует 17 участников, а в спорте глухих 14, а в спорте лиц СПОДа целых 35 человек. И в их копилке уже 1 медаль по легкой атлетике, бронза у Евгения Махначевского. Остальным спортсменам мы желаем удачи. А на стадион вступает команда Нерюнгринского района под руководством заместителя главы муниципального района Нерюнгринский район Ольги Георгиевны Игнатенко. Нерюнгринцы привезли на спартакиаду 28 спортсменов, а в спорте глухих участвуют 3 спортсмена, в спорте глухих 9 и в спорте лиц СПОДа 13 человек. Представители района лидера угледобывающей промышленности, конечно же, покажут себя на этих играх. А перед нами команда Нюрбинского района под руководством главы муниципального района Нюрбинский район Алексея Михайловича Иннокентьева. 47 спортсменов прибыло на спартакиаду из Нюрбы. Так, в спорте слепых участвует 10 спортсменов, в спорте глухих 13, а в спорте с поражением опорно-двигательного аппарата 15 человек. И в их копилке уже 4 медали. 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзы. Золотая у Нюрдианы Яковлевой, серебряная медаль у Михаила Сорского и бронзовые медали у Николая Савинова и Анатолия Самсонова. Перед нами команда Алекнинского района под руководством Александра Петровича Елисеева. Участник команды. Он тоже единственный представитель. И участвует он в спорте с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, Среднеколымский улус. Среднеколымский улус под руководством председателя общества инвалидов Среднеколымского района Ивана Гавриловича Кондакова вступает на площадь.
26 спортсменов прибыло из Алекминска на спартакиаду. 20 спортсменов из Среднеколымска участвуют в спорте лиц-спода. 5 в спорте глухих и 1 спортсмен в спорте слепых. И у них в копилке уже одна блестящая золотая медаль по пулевой стрельбе у Олеси Слепцовой. Команда Сунтарского улуса под руководством главы муниципального района Сунтарский улус Анатолия Васильевича Григорьева вступает на стадион. 73 участника из Сунтарского улуса сейчас у нас на стадионе. Ну, не все, я так вижу все-таки, да. 32 спортсмена участвуют в спорте для лиц спода. 9 спортсменов в спорте глухих и 10 в спорте слепых. У сунтарцев уже 3 медали, 2 серебряные и 1 бронзовая. Серебряные – это по пулевой стрельбе у Сабии Ивановой, по легкой атлетике у Алены Никифоровой и бронза у Агафьи Даниловой. Команда Татинского улуса под руководством главы Михаила Михайловича Сорова. 69 спортсменов из Татинского улуса. Из них 31 спортсмен участвует в спорте лиц спода, 11 в спорте глухих и это же количество 11 в спорте слепых. Мы желаем команде Татинского улуса успехов. И они вот в оставшиеся дни спортсмены, конечно же, проявят еще себя. А на стадион вступает команда Тампонского района под руководством специалиста отдела физической культуры и спорта района Евгения Евгеньевича Колодезникова. Из Тампонского улуса прибыло 11 человек, из них 7 спортсменов. 3 человека участвуют в спорте лиц спода, 4 в спорте глухих. Желаем удачи тампонцам. И мы встречаем следующую команду. Усть-Алданский улус, руководитель-заместитель главы муниципального района Семен Семенович Бурнашов. Тоже многочисленная команда. 72 человека прибыло на спартакиаду, из них 57 это спортсмены. И только 32 из них участвуют в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В спорте глухих 11 человек и в спорте слепых 14 человек. У них в копилке 1 медаль, золотая, по легкой атлетике у Сарглана Семенова. Желаем удачи спортсменам. Встречаем команду Усть-Майского улуса, руководитель начальник управления физической культуры и спорта Петр Михайлович Суздалов. 3 спортсмена из Усть-Майи, 1 человек участвует в спорте лиц спода. Ну, получается, по 1 и 2 человека в спорте глухих, да. Усть-Майцам тоже желаем удачи. И мы на стадионе приветствуем команду Хангаласского улуса под руководством заместителя главы района Юрия Юрьевича Никифорова. 40 спортсменов из Хангаласского улуса прибыло на спартакиаду. 30 из них участвуют в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 9 в спорте глухих и 1 человек в спорте слепых. У хангаласцев пока 1 медаль в копилке, но она золотая. По легкой атлетике у Рената Жангирова. Желаем команде Хангаласского района успехов. И мы встречаем команду Чурапчинского района под руководством главы района Степана Анатольевича Саргдаева. Это одна из самых многочисленных сборных на этой спартакиаде. 72 спортсмена и 44 из них участвуют в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спорт глухих 14 человек заявлено и такое же количество в спорте глухих, слепых. Вот они завоевали 4 медали, 2 серебряные, 2 бронзовые по легкой атлетике. Григорий Евграфов, Алексей Посельский серебряные и бронзовые у Кюнней Кычкиной и Петра Елисеева с лидером Василием Филипповым. Желаем команде Чурапчинского района успехов. И мы встречаем команду города Якутска под руководством
первого заместителя главы городского округа Георгия Игоревича Гаврильева. 59 спортсменов приехало из города Якутска. 33 спортсмена участвуют в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 в спорте глухих и 14 в спорте слепых. Сборная Якутска завоевала 4 медали, из них 3 золотые, 1 бронза. Золотые у Чулстана Захарова, Лилии Егоровой и Татьяны Бури, а бронза у Дмитрия Савина по легкой атлетике. Ну и мы приветствуем на стадионе хозяев соревнований. Спортивная команда Амгинского района под руководством главы Степана Николаевича Кузьмина. 60 спортсменов амгинцев участвуют на спартакиаде. 38 из них участвуют в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 в спорте глухих и 10 в спорте слепых. Это одна из многочисленных команд на сегодняшней спартакиаде. В копилке Амгинского улуса пока 1 медаль, серебряная по легкой атлетике в 100-метровке. Екатерина Сивцева вчера завоевала серебряную медаль. Амгинцы приветствуют всех гостей. Вы сейчас наблюдаете главу Степана Николаевича. Он очень горд за своих земляков, которые подготовились к проведению 14-й спартакиады очень ответственно. И, конечно же, все гости ощущают, вот все участники ощущают заботу со стороны жителей Амгинского района, за что мы тоже благодарны жителям за такой радужный прием. Теплый прием. Несмотря на погоду, да, прием действительно очень теплый, очень солнечный. Да, и несмотря на то, что сегодня пасмурно, все равно от улыбок спортсменов, от настроения общего, как будто сегодня очень тепло и даже жарко. Так, а мы напомним, что всего на спартакиаде участвует 825 спортсменов, из них 477 – это спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а в спорте глухих заявлено 177 человек, и в спорте слепых 171 человек. И самая многочисленная сборная на этой спартакиаде – это сборная Чурапчинского улуса. 96 человек прибыло оттуда, из них 72 спортсмена. Если взять по видам спорта, то, конечно же, королева спорта, легкая атлетика, она лидирует по количеству участников, где принимают участие 272 спортсмена. На втором месте по численности это волейбол сидя, 203 участника, и на третьем настольный теннис, 111 участников. А у нас начинается официальная часть торжественного открытия 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Чулух». Чемпион Паралимпийских игр Иван Евгеньевич Потехин. Глава муниципального района Амгинский улус район Степан Николаевич Кузьмин. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Утыктабыллах спортсменнар, тренердар, спорт ветераннары, аммал уғын, үтік маны жоны әргеті, рақтан чуғастан кәлбет ылжыттар, сақабы сирен баролық тоқтыры. Бүгінгі үріләқ күйінен, 14 түгілін, жолыр спартакиадарылы бұтынан итетік істейінік әғардерейбін көңілі. Беге Саха-Херін ұлықтақтары бұқа бары кең тұттабыд. Беге республика бұтығар бұрдық қорсын, олыққа хаңаға жолырдақ жонырдақ бұтынан, бұрдық спортсменардақ бұтынан.
Кинлертон холобур аламыт пехеге бир боламыт, хомоголохоммут, дөссен небит теке барамыт, дойдубутун, республикабытын, дөссө күске хайынырық біттен, ис сүрек біттен итағайыбын. Дорогие спортсмены, тренеры, уважаемые ветераны спорта, дорогие жители Амгинского улуса, уважаемые гости, я искренне поздравляю всех вас и всю нашу республику с днем открытия 14-й спартакиады «Джулур» по адаптивным видам спорта. Мы гордимся, что в нашей республике адаптивные виды спорта всегда были на высоте. Сегодня 11 тысяч с лишним человек занимается этими видами спорта. Это пример не только спортивных достижений, это пример силы человеческого духа, любви к жизни. Я искренне восхищаюсь и уверен, что восхищаются жители республики тем жизненным примером, который демонстрируют нам спортсмены адаптивных видов. Я уверен, что имена наших выдающихся великих спортсменов Владимира Балынца, Анастасии Диадоровой, Степаниды Артахиновой, Сергея Николаева и многих-многих других не только как спортсменов нам всем близки, они близки нам как пример человеческого духа, силы человека. Давайте еще раз их всех поблагодарим. Я вижу, как с каждым годом развиваются адаптивные виды спорта. И, конечно же, я искренне от лица всех якутян благодарю Амгинский улус, всех его жителей за прекрасную подготовку этих соревнований, которые даже наша природа не смогла остановить. Огромное вам спасибо! С каждым разом игры приобретают больший размах. Первые игры, которые прошли в начале этого века, собрали 120 спортсменов. Сегодня, по уточненным данным, 816 спортсменов из 24 улусов и городских округов республики принимают участие в этих замечательных спортивных играх. Конечно же, мы все желаем, чтобы игры прошли на самом высоком уровне, чтобы спартакиада выявила самых сильнейших. Но в целом я считаю, что каждый участник этой спартакиады – это уже победитель. Еще раз вам огромное спасибо, успехов, процветания, больших достижений и спортивных, и человеческих вам. И разрешите объявить 14-ю спартакиаду по адаптивным видам спорта «Джулур» открытыми.
участники и гости, поступило поздравление от министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцына. Дорогие друзья, от имени Министерства спорта Российской Федерации я от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» «Стремление». Наше государство уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Спартакиада по адаптивным видам спорта, которую с 2004 года организует правительство республики, позволяет участникам ощутить себя частью большой спортивной семьи, обрести товарищей, лучше развить спортивные и волевые качества. Уверен, спартакиада пройдет в дружеской атмосфере и надолго запомнится участникам и зрителям. Желаю всем отличного настроения, удачи и ярких побед. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. Слово для приветствия предоставляется вице-президенту Паралимпийского комитета России, президенту Всероссийской Федерации по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, чемпиону Паралимпийских игр Ивану Евгеньевичу Потехину. Добрый день, уважаемые друзья! Разрешите огласить приветственный адрес президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. От имени Паралимпийского комитета России и от себя лично приветствую спортсменов, тренеров, гостей и организаторов 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта Республики Саха-Якутия «Джулур. Стремление», посвященные столетию образования физкультурного движения в Якутии. Спорт в Якутии имеет особую значимость и широкую поддержку среди населения, способствуя физическому и эмоциональному благополучию жителей. В республике активно развиваются адаптивные виды спорта, увеличивается количество спортсменов и растет их мастерство. Воспитанники Центра адаптивной физической культуры и спорта завоевывают медали всероссийских и международных соревнований и укрепляют славные спортивные традиции региона. Предстоящая спартакиада «Джулур. Стремление» – это одно из крупнейших региональных соревнований по адаптивным видам спорта, проводимых в Российской Федерации. В этом году она соберет около 1500 человек. Участие в ней – это демонстрация силы, решительности и смелости. Вы – это яркие примеры целеустремленных и вдохновляющих людей, которые могут преодолевать любые трудности. Желаю спортсменам в честной борьбе показать свой лучший результат, а всем участникам крепкого здоровья и позитивных эмоций. Пусть эта спартакиада запомнится как одно из самых ярких событий в вашей спортивной карьере. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Ну и огромная благодарность гостеприимной Амгинской земле. Улахан Махтал. Слово предоставляется главе Амгинского улуса Степану Николаевичу Кузьмину. Атыкманы аммабыт жана хәргәтә Атыктавуллах Айсен Сергеевич күндү ылжыттар, спортсменнар, бука бары тренердар, ветеран спортсменнар. Әйгіні барғытын аммабыт улуғугар 14 адаптивна көрінлерге Джулур спартакиада хағаламытынан amma luhun jahaltatın, onna tuz bəyəm apıttan ititik istinlik ağır libinin köngüllən. Bu bilgin Aysen Sergeyevich eten asta bu hürbet yöt, Bihir Respublikavut hürbet yöt uluğuttan tıhınça kariŋa sportsmen kelen bu algıstağ amma heriger bu günlerge kön kürekta hektara üz grupanan araqsan opsaya ağuhan bir komplek medal oynanuğa. Bihigi manna oton teriyer John Оргкомитет атыттан Сергей Васильевич Месиков халатталақ оргкомитет атыттан онаттан бұл манна териссе хажар бары жоннар атырыттан қаз бейді спортсменларға онаттан бұл тәрәхімет барыта үрдік тахамнақтық чехінейдік барығар ден әрінлері бет онаттан бүгін
өсөтөгөл үрдәгін өрен долгуен тураммыт бүгін мен манна ақтықпын бағарабын. Биһиги улуспут аға бағылынан үләбит Николай Архипович Архиповы кені бұ бейті күйістәк тұрор суытынан онна биһиги илдар қамыт бейтін бұхатчы бұхарытынан бұ биһиги аммабытығар онна биһиги сақа сиригер бүгін спорт бұраханиға болу тұрар. Онантон биһиги илдар қамытығар сөтөгіл мақтанан береген. Онотон бу күннәргә тепидим курдук туак бар кас бирди көрүнгнәргә тирәһеннәр барыта үрдүк тахамнактык барыктара. Онотон оны тахана культурны тирәһеннәр баларында мен манна бары күндү ваҗыт болан келен көрөкиттен биге эренәбит. Онотон бу келер эме 15 төгүрүн ытыллар жолур спартакиада болохта херегереме үрдүк тахамнактык болууга ден бигер элләхпит. Онотон бу маны ытарга ме күз көмө өйөбит болбут биһиги урбаниттар бытыгар, биһиги қас бирди аммавут лухнулуқтақтырыгар, онаттан бұ манны үліләбіт бары падрияны телителер бітігар әме мақтабыт мұңғара оқ, бары біліңі кәмге иллә қәйләқ, түмсүйләқ болақайын, түмсүйләқ иллә қәйләқ болақ бұтына биһиға күрутын көйгілер қоты бұлар сетихилер келе тұруқтара. Мақтал. Внимание! На стадионе флаг 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур». Флаг 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» несут Член сборной команды Российской Федерации по пауэрлифтингу, чемпион России, двукратный призер России, многократный призер и победитель чемпионатов Республики Саха-Якутия по пауэрлифтингу Аял Николаевич Данилов. мастер спорта России по шашкам, чемпион мира, чемпион Европы по международным шашкам среди мужчин, многократный чемпион России по шашкам Александр Николаевич Ефимов. Мастер спорта Российской Федерации по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, член спортивной сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике и пауэрлифтингу, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу, пятикратный чемпион России по легкой атлетике, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Аял Иванович Сивцев. Мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата России, бронзовый призер по настольному теннису, международных комплексных спортивных соревнований, летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», многократный чемпион республиканских соревнований Михаил Иванович Неустроев. Мастер спорта России по волейболу сидя, трехкратный бронзовый призер чемпионатов России, чемпион Всероссийского студенческого фестиваля, многократный чемпион и призер чемпионатов республики Никита Дмитриевич Лобанов. Спортсмены, организаторы, судьи на стадионе приветствуют флаг спартакиады по адаптивным видам спорта Республики Саха-Якутия «Джулур». Это, конечно, символ честной и конкурентной борьбы
и, конечно же, дружбы. Поднятие флага всегда это очень ответственно, торжественно и волнительно. Поэтому все с волнением наблюдают за подъемом флага. Я даже наблюдаю на стадионе, что некоторые зрители встали настолько волнительно. Ну а каково тем, кто несут этот флаг? Это большая честь и гордость для спортсменов нести флаг. И поднятие флага – это всегда вот традиционный, да, такой ритуал открытия спортивных игр, любых спортивных игр, в том числе и Олимпиады, в том числе и наши спартакиады, которые сейчас проходят в Амге. И флаг поднят, с чем мы и поздравляем всех спортсменов, судей, тренеров, которые в эти дни покажут нам яркие игры. Яркие, жаркие баталии. И пусть этот символ, флаг, станет символом мира, дружбы и спорта. Почетное право для торжественной клятвы от имени спортсменов предоставляется мастеру спорта Российской Федерации по легкой атлетике, члену сборной команды Российской Федерации, серебряному призеру чемпионата России, серебряному призеру Кубка России, двукратному победителю первенства России Семенову Саргылану Ксенофонтовичу. От имени всех спортсменов, участников чемпионата Спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» торжественно клянусь выступать на Спартакиаде с полной отдачей сил, показать высокое спортивное мастерство, высоко нести честь спортсмена и бороться за победу честно, уважая достоинство соперника, соблюдать все правила соревнований во славу спорта и во имя чести своих команд. Слово для торжественной клятвы предоставляется заместителю главного судьи 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» Скупому Максиму Валерьевичу. От имени всех судей я обещаю, мы будем выполнять наши обязанности на этой спартакиаде с полной ответственностью, уважая и соблюдая правила, по которым она проводится, в истинно спортивном духе. Дорогие участники и гости, начинаем церемонию зажжения огня 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур». И мы с большим волнением приветствуем появление священного огня на стадионе Амма-Олимп. Огонь вносит заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, бронзовый призер 18-х Всемирных игр глухих, бронзовый призер 19-х Сурдолимпийских игр, серебряный призер 22-х Сурдолимпийских игр, чемпион СССР 1990 года, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, кавалер ордена «Полярная звезда» Прокопий Дмитриевич Николаев. Огонь передается заслуженному тренеру России, Республики Саха-Якутия, лауреату государственной премии имени Дмитрия Коркина в области физической культуры и спорта Петру Николаевичу Давыдову. Эстафету принимает заслуженный мастер спорта России по волейболу сидя,
участник 16-х Паралимпийских летних игр в городе Токио, участник открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенных в программу Паралимпийских летних игр в городе Москва, чемпионка мира, двукратный чемпион Европы Алена Георгиевна Дмитриева. Огонь принимает заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу, серебряный призер 14-х Паралимпийских игр в городе Лондон, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира и Европы, рекордсмен мира, Европы, России, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, кавалер ордена «Полярная звезда», обладатель знака «Гражданская доблесть» Владимир Андреевич Балынец. Эстафету принимает заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука, бронзовый призер 14-х Паралимпийских игр в Лондоне, бронзовый призер 16-х Паралимпийских игр в городе Токио, чемпионка мира, чемпионка Европы, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, кавалер ордена «Полярная звезда» Степанида Михайловна Артахинова. Огонь принимает заслуженный тренер России, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Усть-Алданского и Абыйского улусов, обладатель знака «Гражданская доблесть», мастер спорта СССР, почетный мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай Василий Егорович Стручков. Эстафету продолжает заслуженный мастер спорта России по плаванию, серебряный призер 8-х Паралимпийских игр в Пекине, трехкратный чемпион открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенных в программу Паралимпийских летних игр в городе Москва, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, кавалер ордена «Полярная звезда» Анастасия Алексеевна Диадорова. На финальной дистанции заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион 23-х Сурдолимпийских игр в городе Самсун, бронзовый призер чемпионата мира, многократный чемпион и призер России, кавалер ордена «Полярная звезда», почетный гражданин Усть-Алданского улуса Василий Янович Стрекаловский. Огонь 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» зажигает мастер спорта России по легкой атлетике, четырехкратная чемпионка России, пятикратная победительница Кубка России, двукратная чемпионка летних игр паралимпийцев, рекордсменка России по легкой атлетике, уроженка Амгинского улуса Виктория Афанасьевна Петрова. Огонь спартакиады зажжен!
Уважаемые спортсмены, участники спартакиады, сердечно поздравляем вас с открытием! Впереди жаркие дни баталий, поединков и блистательных побед! Желаем всем спортсменам удачи! Да, Пусть действительно, победит очень волнительный сильнейший! момент. Огонь спартакиады зажжен. С чем мы и поздравляем всех спортсменов, судей, тренеров и, конечно же, организаторов и жителей Амгинской земли. Ну а прямо сейчас начинается музыкальное представление «Воля и сквозь скалу пройдет», где будут задействованы все талисманы спартакиады. Давайте напомним талисманы спартакиады. Это капелька, которая ассоциируется у всех участников этих спортивных игр с красавицей рекой Амга. Это самый длинный приток Алдана. Длина его составляет почти 1500 метров. А название происходит от эвенкийского слова «ущелье». И прямо сейчас мы наблюдаем за представлением появления Нового символа спортивных игр. Напомним, что символ — это гора. сакральная гора Харамахаята. Это вот у нас идет представление, как она возникла. На горе Харамахаята, как известно, высвечиваются лица людей. По поверьям, это дух горы. По преданию, на этом мистическом месте в незапамятные времена произошла астральная битва между молодым шаманом и прекрасной Удаган. Они любили друг друга, но были из враждующих между собой родов. Бессмысленная многовековая вражда погубила влюбленных. Вот гласит история. Победителем в борьбе вышла Удаган. Погиб молодой влюбленный шаман. На горе можно увидеть сцену этой битвы в знак вечной любви. Юная Удаган огненными стрелами, нерастраченной погубленной в любви, выжгла на камне горы образ любимого. После смерти шаманки ее юный лик сам появился рядом с образом возлюбленного. Такова печальная легенда о вечной любви и такова история этого мистического места. Но я думаю, что в Якутии нету жителей, которые не отдыхали у горы. У горы, да, Харамахаята. И специально к этой спартакиаде была написана эта песня. Слова народного поэта Натальи Михалевой-Сая, мелодия заслуженного артиста нашей республики Василия Еремеева.
Хармахаята постановка. Мы посмотрели замечательное выступление. И, конечно же, мы услышали новую песню Харамхаята на слова Натальи Михайловой «Стоя» и мелодия Василия Иеремеева. Как известно, гора Харамахаята стоит на красавице реке Амга. Я уже говорила о том, что это самый длинный приток Алдана. И река Амга протекает по территории 6 районов Якутии. Алепинский, Алданский, Амгинский, Чурапчинский, Татинский и Тампонский улус. Сейчас у нас на стадионе как раз вы видите вот это олицетворение реки Амга. И надо признать, что эта река воспета во многих якутских песнях и в стихах и больше, чем какая-либо другая якутская река. Ну, Амга, как известно, привлекает туристов к себе своей девственной чистотой, красивая и неповторимая природа, чистейшая и прозрачная вода. Кстати, ее синие воды также украшают герб Амгинского улуса. Берег реки на всем протяжении он пологий, галечный, редко песчаный. Вода вот в это время и до конца августа она очень теплая. И это, конечно, оценили многие жители. Мы в том числе. Да. А на этой спартакиаде река Амга, она олицетворяет королеву спорта, легкую атлетику. Мақтанабыт, барыны барыңырор барғатыгар, бараммат хораммат тапталыгар. И прямо сейчас мы услышим песню в исполнении эстрадного хора Государственного театра эстрады из репертуара автора-песенника Ольги Ивановой-Сидоркевич. «Игит ыллыры рыбын, услышь песнь мою».
Айылғатта Вот такая она, воспетая во многих песнях красавица река Амга. Она очень многих привлекает и завораживает. Ну а мы, конечно же, знаем еще одного символа. Это цветок сардана, который является символом короткого якутского лета. Ей посвящены многие народные песни, стихи, танцы. В честь нее якутяне называют прекрасных дочерей. Этот солнечный цветок наполнен теплотой и красотой родной природы. Каждое лето на берегах реки Амги вырастает сотни прекрасных цветов. Сардана для местных жителей не просто бренд, она является центральной символикой герба Амгинского улуса. Цветок сардана занесен в Красную книгу Якутии. И этот цветок растет не только в Амгинском районе, во многих улусах республики тоже цветет. И я знаю, что он не обязательно красного цвета. Например, в Алекинском улусе сардана желтого цвета. Есть и с однотонными лепестками, также со штрихами и крапинками. Сарданы тоже растут. И сейчас мы послушаем песню «Сардана» из репертуара Валерия Тараховского, слова Семена Капитонова, мелодия Валерия Тараховского. Ну и, конечно же, Амгинская земля. Любой житель Якутии подтвердит, что самым земляничным улусом является именно таки Амга. В эти дни, несмотря на непогоду или жару и комаров, тысячи собирателей приезжают в Амгу в надежде запастись вареньем на зиму. Так что сейчас в районе, действительно, можно сказать, да, начинается земляничная лихорадка. Амгинцы знают, что особенно много земляники. Не будем говорить, Да. где растет. Да, поделились. Здесь, на Спартакиаде, и вообще, на самом деле, вот эти все символы, они же появились в 2019 году на Спартакиаде народов Якутии. Спортивных играх народов. Да, и тогда земляника стала символом бокса. Да. Боксер – источник витамина С. Всем своим видом излучает энергию и готовность к бою. Ну а прямо сейчас мы послушаем песню «Амсатаре Джажангиттен». Самая знаменитая песня, слова Николая Попова, мелодия Анастасии Варламовой. Solo, si me
Замечательная песня. Мы уверены, что все зрители подпевали эту песню, а землянички у нас были самые юные участники музыкального представления. Даже сами как-то похожи на эти землянички. Вкусные ягодки, да. Ну а прямо сейчас у нас на стадионе появляется еще один талисман игр. Это пшеница. Отборная пшеница – это символ амгинской слободы, и также он украшает герб Улуса. Пшеница является основным персонажем и представляет всеми любимый и самый популярный спорт в Якутии – вольную борьбу. Ранее сообщалось, что авторы видят в этом образе одного из самых сильных вольников республики – амгинца Николая Захарова Сахача. Он являлся мастером спорта СССР, чемпионом страны и крупных международных турниров. Многие предрекали ему восхождение на олимпийскую вершину. Ну, в архивных документах Амга упоминается еще с 1633 года, а в 1652 году русский боярин приехал с ссыльными сюда из Якутского острога с целью заняться именно хлебопашеством. В исполнении эстрадного хора театра эстрады мы послушаем любимую всеми якутянами песню на слова Леонида Попова «Күннэх Амма» – «Солнечная Амга». Как и поется в песне, действительно, Амга – это место славного труда. Ну а прямо сейчас на 14-й спартакиаде Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джилур», посвященный столетию физкультурного движения в Якутии, впервые прозвучит гимн спортивных игр. Он был специально написан для этого события артистами театра эстрады Саргыко Гольдеровой и Василием Еремеевым. Гимн прозвучит с сурдоперевода.
участников и гостей поздравляем с открытием 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулу». Гимн с сурдопереводом, жестовая песня действительно стала прекрасным сюрпризом для всех присутствующих на стадионе. Вы сами видели их восторженные лица, а участники, вот все те, кто исполнял эту песню, готовились к этой презентации довольно-таки долго. Они разучивали жесты месяца два, да? Да, около 2 месяцев. Мы, конечно же, поздравляем всех участников, судей, тренеров. Желаем всем спортивных побед, а болельщикам много ярких, незабываемых впечатлений. На этом торжественная церемония открытия спартакиады завершилась. За всем происходящим вместе с вами наблюдали Михаил Сергеев и Ларина Супуева. А за состязаниями спартакиады вы можете наблюдать, следить в новостных выпусках телеканала «Якутия-24» и в программе «Сана Кюн» НВК Саха. А мы напоминаем, что главный режиссер церемонии открытия Татьяна Чаранская, ассистент Василий Еремеев, режиссер-постановщик Марьяна Ефимова, главный хореограф Оксана Борисова. Сценарист Аргыко Гольдерова, главный художник Николай Друзьянов, композитор-аранжировщик Иллей Васильев, режиссер видеоконтента Юрий Босиков, хормейстер Наталья Стручкова. Еще раз всех поздравляем с открытием 14-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур». Впереди жаркие дни баталий, поединков и блистательных побед. Желаем всем спортсменам удачи. Пусть победит Сильнейший!